Ребята, всем привет! Вырвался, значит, где-то, может быть, часа на полтора, максимум 2 на реку Мокша, на перекат. Покидаем с вами кренки, может быть, удастся поймать головля. Отпустили меня с сельскохозяйственных работ. Урожай тут поспел, говорит, надо собирать, поэтому времени очень мало. Все, собираю спиннинг, бежим на воду, кидаем. Значит, не взял с собой повербанк, поэтому что-то, не знаю, может быть, удастся поймать поклевку на камеру, может быть, нет. Ну, посмотрим. Как выйдет, так выйдет. Спонтанная абсолютно рыбалка. Ну, все, побежали. Надеюсь, поймаем огромадного головля с вами. Вперед! Приступим к рыбалке. Начнем, значит, с воблера ручной работы. Мастер Сергей Зябликов с Пензы. По-моему, этот воблер называется толстяк. Он деревянный, тихий, так скажем, без погремушек, без всего. Попробуем побросать его. Ветер мешает делать точные забросы. Наша задача положить воблер как можно ближе к тому берегу, под кусты. И не забросить на кусты. Ловись, рыбка большая и маленькая. Кидаю я тут воблера, ребята, кидаю, не клюет. Думаю, поставлю-ка я вертушку. Достал вертушку, на ней загнут крючок, разогнулся, видимо, когда-то. Пытался его выпрямить. Сломал, блин. На первом же забросе. Клюет щука вот такая вот бодрая здесь на течении. У меня нету лип-гриппа с собой. Я по пояс в воде. Ну, я, естественно, ловлю головля, как бы. Но как она борется здесь на струе. Даже не знаю, как ее теперь принять. Блин, облила камеру, походу. Да что ты будешь делать? И не отвалится ведь сама, придется что-то с ней делать. Вот такая, ребята. Ну, я думаю, что здесь полторашка, уверенная. Смотрите, что. Даже не знаю ее теперь, как отцепить. Вон видно, наверное, вам. Нет, там двойник, сломанный крючок. Вертушка Мэпс. До этого кидал кренки. Головлиных поклевок не было. И вот такой хороший щурок. Ребята, ну, не знаю реально, как его сейчас освободить здесь. Даже вот спиннинг куда воткнуть, не понимаю. Хотя вот так, наверное, можно. Красавица. Смотрите, какая отличная. Красотка. Вертушка — это приманка всех времен и народов. Если хотите рыбачить на спиннинг и там, ну, не умеете, нету особо навыков никаких, вертушка вам в помощь, мои дорогие. На вертушку клюет вся рыба. От уклейки и до тайменя, я не знаю. Ну все, давайте отпускать эту красавицу.
Надо, чтобы сама она ушла у нас. Ну, я думаю, что она не сильно стрессанула. К сожалению, поклевку не заснял на камеру, потому что, ну, просто не верил уже в поклевку, и повербанка с собой нету. Заряд камеры не вечен тут. Все, убежала. Супер. Как я вам уже говорил, на рыбалку у меня 2 часа где-то, не больше, поэтому, ну, еще покидаем. Вот видите, со сломанным тройничком. Эта вертушка не видала воды уже, блин, не один сезон. И на первом забросе выстрелила. Щучка схватила прям вот здесь вот у меня. Здесь вода прозрачная, хочу вам сказать. Сегодня 25 августа. И прозрак обалденный как бы. Но голавлик не клюет, ничего не прыгает, не вижу пока. Но и такой поклевки я рад. Продолжим. Я не знаю, вам, наверное, не видно, но я подошел к берегу, и здесь больше 2 десятков голавликов, таких грамм может по 100, по 150. Они вот меня боятся и держатся, вот убегают. Ничего себе. Ну, далеко не убегают, вот они стоят. Было несколько окуней, они убежали в ту сторону, вверх по течению, а голавлики так и кружатся здесь. Вон они стоят, я спиннингом махаю, они разбегаются, снова собираются в стайку. Пытаюсь кинуть им вертушку, маленькую колебалку, но они боятся, уже настороженные. Все, сразу разбегаются. Жесть, да вон их сколько, нифига себе. Ага, один покрупнее, вон там есть. Не хотят они колебалочку маленькую есть. И не убегают, короче, вот здесь вот стоят. Прямо у них над головами веду. Но они не интересуются почему-то. Может быть, попробовать поставить маленький воблерок. Коробочка с очень маленькими воблерками у меня осталась в машине. К сожалению, вот нашел более-менее самый маленький. Попробуем на него. Они прям вот собрались, возле него стоит прям это. Об рыбу трется воблер. Держу его там в потоке на одном месте. Задеваю рыбу, она разбегается. Но хватать его не хочет. Такой херней я первый раз занимаюсь, черт побери. Ну, кто там посмелее, выходим, давайте. Особо они на нее не реагируют, но плавают вокруг него. Чувствую, как задеваю некоторых рыбок.
Есть, что ли? Кто это? Сюда иди, рыбка. Какая-то маленькая рыбка. Маленькая рыбка, иди сюда. Кто ты, маленькая рыбка? О, маленький голавлик, ребята. Здесь на струе крупные-то и не клевали ни разу. Ну, покрупнее, конечно, попадались, но... Тихо, 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 тихо. В основном, ай-яй-яй, маленькие вот такие. Опасно. Опасно. Может крючок в палец воткнуть. Стряхнем, может, вот так вот. Оба, все. Воблер чабик СССРочка. Кидаю, кидаю, но сейчас уже буду заканчивать. Было пару сходов таких же вот голавликов, но это в кадр не попало. А сейчас уже вот как бы уперся, думаю, снять поклевочку, хотя бы одну на камеру. Естественно, тут сделал 15-20 забросов, и вот он клюнул маленький. О, еще один. Сошел, что ли? Сошел, собака. Нифига себе. Да, здесь на течении, конечно, интересно. Он после поклевки выпрыгивает из воды. Так. Ох, вот это да! Завел за траву собака. Вот это уже хороший. Если удастся вывести его. Если удастся его вывести, ребята. С поклевочкой. Отдай спиннинг. Кто это у нас? О, голавлик, конечно, не крупный. Покрупнее предыдущего, но ударил как взрослый. Как большой, так скажем. Так. Сейчас дернется, блин, собака. Как бы руки не обрезать. Вот так я уже потерял воблер, как бы там, ну, шнур был потоньше, 0,8. Это, наверное, 1,2. А на 0,8 дернулся вот так вот голавлик и пух, вместе с воблером, вот с таким же чапиком, и уплыл. А сейчас сломал крючок. То бишь, вот чем это все чревато. Нужно как-то фиксировать рыбу. Был тройник, а теперь остался двойник, ребята. Воблер новый. Это вторая вот пойманная рыбка на него. И, то бишь, как бы, наверное, в забродку все-таки нужно как-то, ну, фиксировать рукой опасно. Лип-грип, наверное, все-таки более актуален. Как бы сейчас не говорили в последнее время, там травмируют рыбу и все остальное. Но если вам дороги свои руки и приманки, то, наверное, все-таки лип-грип актуален. Ладно, попробуем еще что-нибудь поймать. А потом как-нибудь при случае заменим воблер на этой приманке. Ну, крючок.
Все, дорогие друзья, подошла к концу эта рыбалочка. Времени было у меня очень мало, поэтому делал все быстро. Что-то удалось вот поймать, щучку, пару голавликов. Всю рыбу я отпустил и все, убегаю дальше по делам. Надеюсь, следующая рыбалка будет полноценная на весь день, и нам с вами удастся поймать какой-нибудь трофей. А на этом все, наверное, пока-пока. Редко, когда спонтанная рыбалка бывает результативной.